Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Депутаты сегодня провели прием граждан во Владикавказе. Обращения людей выслушали Зураб Макиев, Олег Хацаев, Александр Татаунов и Тамерлан Агузаров. Чиновники на месте решали проблемы горожан. Профилактический рейд «Сирена» прошел в Северной Осетии. Сотрудники ГИБДД вычисляли водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту. За сутки полицейские составили до 10 протоколов. Форум телевизионных проектов «Восхождение» завершился в Северной Осетии. Журналисты со всей России представили свои работы. В репортажах они говорили о развитии родного края, проблемах, об историческом наследии и ремеслах. Лучшие работы удостоены символа форума «Стеклянной статуэтки». Эти и другие темы далее подробно. Предоставление жилья, возврат земельного участка, выделение денег на лечение – это лишь малый перечень вопросов, с которыми граждане сегодня обратились к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации. Запись на прием объявили несколько дней назад, но у дверей приемной людей оказалось в 2 раза больше, чем по спискам. Выслушали обращения Зураб Макиев, Олег Хацаев, Александр Татаунов и Тамерлан Агузаров. Жалобы самые разные. Разета Батиева около 20 лет назад встала в очередь за жильем. Тогда у женщины попросили крупную сумму – 4 миллиона рублей, якобы на достройку многоэтажного дома. Но в квартиру она так и не въехала, а деньги просто испарились. Сейчас надежда только на депутатов. Заплатила деньги в 1993 году 4 миллиона 200 тысяч. И до сих пор я не могу их достать. Ни квартиры нету, ни денег нету. Кому обращаться, уже не знаем. С наболевшим вопросом о трудоустройстве обращались молодые люди. Эту проблему депутаты пытались решить на месте. Тут же звонили в ответственные ведомства с просьбой взять ребят на испытательный срок. То количество молодых специалистов, которые высшая школа выпускает по таким направлениям, как юриспруденция и экономика, к сожалению, ни республика, ни в целом стране такого количества вакантных мест на замещение таких должностей нет. Но вместе с этим я хотел сказать, что хорошие юристы высокой квалификации и хорошие экономисты сейчас ценятся. Подобное общение помогает представителям законодательной власти выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются жители республики. Сразу после приема люди заполнили необходимые документы и заявления, чтобы их просьбы рассмотрели более детально. Тамила Хамицаева, Яна Гагиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Профилактический рейд «Сирена» прошел в Северной Осетии. Караулы пожарных частей выехали на улицы Владикавказа в сопровождении патрулей ГИБДД. Их цель – выявить водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту. Сразу 6 экипажей ДПС заняли ключевые позиции. Они сопровождали машину со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Экипажи ездили по всему городу, выбирая места, где чаще всего водители нарушают правила. В основном это нерегулируемые перекрестки с выездом со второстепенной дороги на главную. Данный рейд был еще проведен в связи с тем, что в последнее время участились случаи, что при совершении дорожно-транспортного происшествия или иных происшествий спецмашины, которые едут на данное происшествие с включенными проблесковыми маяками, водители не уступают им дорогу. Уважаемые водители, если вы видите, что навстречу вам или в попутном направлении едет спецмашина с включенными проблесковыми маяками, уступите ей дорогу. Может быть, в это время данная машина спешит на помощь к вашим близким. По словам инспекторов ДПС, они не ставили цель наказать как можно больше водителей. Протоколы составляли только в самых крайних случаях. Акцент делали на словесном обращении, чтобы все вспомнили о важности соблюдения правил. В общей сложности за 3 часа рейда к ответственности привлекли 7 водителей. Яна Гагиева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Испытать себя в умных играх и проверить свой IQ смогли представители разных организаций. Вопросы в стиле «что, где, когда», «игра в угадай» раскрывали глубокие познания участников в самых разных областях – история, кинематограф, шоу-бизнес. За право называться самой умной командой вечера сразились несколько организаций. Задания для участников придумывали сами организаторы. За каждый правильный ответ команда получала очки, которые приближали ее к победе. Завен Хачатурян рассказал, что подобные мероприятия позднее будут проводиться более масштабно. В конце умной игры определились 3 призера. Команды IQ, Пристав и Осетия ТВ получили почетные кубки победителей. Сегодняшнее мероприятие можно считать первым шагом к открытию, собственно, федерации этого вида спорта в Северной Осетии. Как и во многих других регионах, где он давно уже существует,
И в него играют именно взрослые команды, команды различных учреждений, различных предприятий. И выявляют самую умную организацию у себя в регионе. Во Владикавказе подвели итоги журналистского форума «Восхождение». Телевизионщики Северного Кавказа, Дальнего Востока, Москвы и Сибири представили свои работы в разных номинациях. В своих репортажах они должны были рассказать о родном крае, о проблемах и перспективах развития. Оценивалось и операторское искусство. Победители получили статуэтки с символом форума «Восхождение» – стрелу, которая указывает дорогу наверх. 3 награды остались в Северной Осетии. Команда медиапортала «44-я долгота» – первой в цикловой телепрограмме о природном и историко-культурном наследии региона. В номинации «Презентационный ролик о регионе» ребята также оказались лучшими. 44-я долгота – лучший интернет-ресурс о путешествиях. Организаторы фестиваля – Всероссийская государственная телерадиокомпания, а также ее филиал в Северной Осетии «Алания». Генеральный партнер компании «Курорты Северного Кавказа» организовали специальный приз за лучший репортаж о круглогодичном курорте Архыз. Победитель Мариам Узденова из Карачаева-Черкесии. Посмотрев номинации, и вообще я поняла, что я хочу, приехав домой, сразу сесть, обдумать какую-нибудь интересную тему, интересную идею. Я уже горю, я уже хочу это. Хочу сделать фильм специально для фестиваля, чтобы представить его на должном уровне и еще раз приехать в вашу великолепную республику. Форум «Восхождение» уже стал традиционным. В прошлом году журналистов собрали в селении Феогдон. Тогда это были репортажи у костра. Чем организаторы удивят нас в следующем году, покажет время. Но местом проведения форума точно вновь станет Осетия. Елена Черенкова, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Лига любительских клубов существует уже не 1 год. Соревнования проводились по большому футболу, а теперь стартовал мини-футбол. Алан Икаев не понаслышке знает, каково это – хотеть играть. Именно поэтому он вкладывает всю душу в Лигу любительских клубов. ЛЛК развивается с небывалой скоростью. Заручившись поддержкой Сергея Такоева и спонсоров, она вовлекает в свою деятельность все больше молодых ребят. Вчера в Владикавказе стартовал новый турнир под эгидой ЛЛК. По словам руководителя проекта, это не традиционный мини-футбол, скорее его разновидность. Было желание поиграть в футбол, потом уже в голове шли варианты, шли предложения, что сделать, как поиграть, где поиграть. Сам любил играть в футбол всегда и решили создать лигу. Благодаря Кирилловичу Такоеву мы это сделали. Лучшие команды с каждых городов, с каждых регионов будут играть по системе Лиги чемпионов. То есть лучше 2 команды. Всего в первом экспериментальном чемпионате участвуют 18 команд. Им предстоит сыграть 17 туров. Когда закончился чемпионат ЛЛК по большому футболу, игроки захотели продолжить соревнования, но на большом поле играть зимой невозможно. Выход удалось найти. Отдельно еще хочу сказать спасибо Алану за то, что он организовал сейчас в зимнее время по мини-футболу турнир, потому что большой футбол закончился, и нам от нечего делать, считаю, что дает шанс заниматься, чем мы любим. Уже следующей весной чемпионат ЛЛК по мини-футболу станет регулярным. Он стартует одновременно с основным турниром. Правда, футболисты получат возможность сыграть только в одном. Придется выбирать между большим и маленьким полем. Феликс Макиев, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Thank you.